Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, уважаемые журналисты, здесь также я вижу много айтишников, собралось очень приятно. Я хотел бы сегодня рассказать о парке высоких технологий. Можно поднять руки, кто когда-нибудь слышал, что такое парк высоких технологий. В принципе, достаточно. Можно тогда не рассказывать, не делать презентацию. Хорошо. Я буду сегодня краток. Максимально расскажу о этой идее, которую мы продвигаем уже где-то около 2 лет. И также эту идею поддерживает Ишкинский деловой клуб. Этот формат точки очень интересен. Я очень рад с вами встретиться. Ну и так начнем. Да? Парк высоких технологий. Что мы подразумеваем такое? Парк высоких технологий – это особая зона для разработчиков программного обеспечения. Наши разработчики есть в нашей стране, сразу хочу сказать об этом. И создаваемый парк высоких технологий создается для развития отрасли информационных технологий. Это создание высокотехнологичных экспортоориентированных продуктов. Это развитие и внедрение информационных технологий и программное обеспечение. Ну и привлечение инвестиций и поддержка существующих и создаваемых IT-продуктов. Дальше можно. Наша отрасль разработки программного обеспечения в Кыргызской республике примерно такие показатели имеет. Это 20-30 команд разработчиков программного обеспечения. Может быть 40, может быть 50. Почему так расплывчато я говорю? Потому что их тяжело найти. Они есть среди нас, но их тяжело найти. Это где-то 200-500 человек. Зарплата программиста где-то от 300 до $1500 США. Но это средний такой показатель. Варданов улыбается, говорит, это гораздо больше. Это, кстати, старые показатели, так как я понял, да? Оборот отрасли в 2009 году составил где-то около $10 миллионов США. Ну, показатель, так скажем, не очень такой большой, если говорить о том, что уж швейная отрасль генерирует $100 миллионов, да? И задействованных человек где-то 100 тысяч, да? В торговле сколько задействовано, то наша отрасль совсем маленькая, совсем, может быть, невидимая, да? Но география экспорта наших продуктов распространяется на такие страны, как Россия, США, Япония и Европа. Дальше. Задача парка высоких технологий. Но сама идея парка высоких технологий – это жить в Кыргызстане и работать на весь мир. Цель – это с помощью потенциала человеческих ресурсов, знаний и инноваций сделать рывок в экономике. Да? То есть это новый продукт. И самая главная ценность – это люди. Ну, задача ПМТ – это устранение барьеров, это налоги, инновационное развитие выхода из тени, привлечение инвестиций, создание и укрепление бренда Кыргызской республики как страны с имиджем инноваций и информационных технологий. Да? Развитие науки и образования. Мы здесь предусматриваем такой кластерный подход. Это школа, университет и компании. Да? То есть мы понимаем, что образование нельзя полностью перевести на инновационный подход. Мы здесь предполагаем только точечные такие удары. Да? Дальше. Ну и когда мы изучали парк высоких технологий, конечно, вся наша идея была основана на несколько хороших, успешных опытов. Да? Первый опыт – это Индия. Индия в 2003 году генерировала 12 миллиардов долларов, в 2009 году это уже 50 миллиардов долларов. Ну, конечно, все скажут, Индия большая страна, там много людей, много программистов и так далее. Но если говорить о таких странах, как Ирландия, да, маленькая страна, не чуть больше, чем наша, да, или Израиль, то там в Ирландии генерация где-то была где-то около
14 миллиардов долларов, а в Израиле где-то около 10 миллиардов долларов. Но это все говорит о том, что после введения преференций, после введения пакта высоких технологий, там существенно ситуация изменилась. И рост был быстрый. Но, конечно, это страны развитые, но близко по духу нам страна, как Белоруссия, например, да, у них тоже стартовые примерно возможности составляли 10 миллионов долларов. Спустя буквально 5 лет, как они ввели парк высоких технологий, у них рост наметился на сегодняшний день, оборот где-то около 200 миллионов долларов США. Дальше. Ну и что препятствует росту IT? Это вот это проблема какая? Отсутствие налоговых преференций. Ну и решение, нам нужна государственная поддержка. Дальше. Взаимодействие государства, конечно, и IT-отрасли. Мы хотели бы сделать в парке высоких технологий. От государства нам нужны преференции, налоговые преференции, льготы, особый режим, а ПВТ дало бы тогда переход на инновационное развитие и инновации и прорыв, да, соответственно. Дальше. Управление мы предполагали такую конструкцию такого государственно-частного партнерства. В управлении поучаствовало бы 4 человека от государства, 4 человека от программистов, от ассоциаций и 3 человека, соответственно, выбираются назначенными членами. Дальше. Ну, резидент парка высоких технологий, это все неинтересно, это юридически. Но единственное, хочу сказать, что здесь опыт Беларуси был очень хорош, что это не какое-то здание, не какая-то там свободная экономическая зона, это зона экстерриториальная, то есть компании могут сидеть где угодно. Дальше. Ну и перспективы в ПВТ мы прогнозировали, если мы вышли бы из тени в 2008 году, то к 2030 году у нас получилось бы генерировать 4 миллиарда долларов США. Ну и прогноз роста, мы говорим о том, что если мы вышли бы из тени, то как генерировали бы 4, или в 2030 году еле-еле набирали бы 200 миллионов США. Дальше. Ну и, соответственно, налоги, да? 280 миллионов с ПВТ, и без ПВТ 0, да? Мы и так не платим налоги, да? От государства мы не требуем ничего, да? То есть нам не нужны инвестиции, не нужны дома для парка высоких технологий и так далее. Мы все, бизнес может это сделать сам, да? Но нам нужно единственное. Это преференции. Преференции, которые мы требуем и хотим сделать для парка высоких технологий. И самая главная цель парка высоких технологий состоит в том, чтобы сделать бизнес более открытым и прозрачным. Бизнес, IT-бизнес хочет выйти из тени, хочет развиваться и быть успешным. Да? Мы хотим сказать главное, да, что государство имеет шанс другого совсем развития, экономического, который будет основываться на человеческих ресурсах. Да, говорят, у нас нет нефти и газа, нет выхода к морю, да? Но сегодня, на сегодняшний день интернет стал нашим морем, нашим выходом к морю. Да, у нас говорят, нет нефти и газа, но у нас есть уникальные люди, уникальная страна и уникальные технологии. Спасибо большое.